пожалуйста, расскажите еще раз, что вообще произошло. Если говорить уже о тех слухах, которые муссируются, что мы ничего не получили, только отдали, что мы что-то продали, разные цифры, разные суммы. Можете еще раз рассказать вообще, что произошло? Покажите, пожалуйста, эту границу, если это возможно. Сегодня хочется еще раз объяснить людям. Я это объясняю не для тех провокаторов, не для тех, кто организовал вот эти митинги. Мы их уже видели, я не буду имена называть. Для населения, мне кажется, конечно, было бы достаточно того, что хотя бы посмотреть, кто стоит. Я работаю 10 лет, и мои работы, мои труды, команды, там, всех, кто со мной работал, и сейчас работают, видны. Ну уж точно видны то, что сделали те люди, которые стоят за этими митингами. Ну, люди все равно этих выводов не делают наши. И каждый встречный, опять же, задает тот же простой вопрос. А зачем мы отдали вот это, вот то? Ну, и тысячи вопросов этих. Поэтому я хочу для людей, для тех, кто искренне хочет понять, в чем складывается ситуация, поверить мне как главе республики, а если не поверили, еще раз повторяю, сегодня и наш министр, и его чеченский коллега опять пройдут вдоль границы, опять снимут видеоснимку, хотя это уже было тоже сделано. Опять посмотрят это все. Услышали бы жители прилегающих территорий, как наши, так и чеченские жители. Поняли бы, что мы никому ничего не отдали, и ничего чужого не взяли. Что мы с моим коллегой Рамзаном Кадыровым взяли и просто границу установили, та, которая была по 90-му году, чтобы не было никаких дальше осложнений, чтобы не было разногласий среди наших народов, чтобы успокоить все и каким-то образом стабильность создать. И люди, которые сегодня стоят вот на улице, тысячами выходят, мне очень неприятно. И, конечно, сегодня ходят по домам депутатов, шантажируют. Сейчас все депутаты, которые, в том числе, проголосовали за, заставляют говорить, что вы проголосовали против. И они вынуждены это делать не от того, что от страха, а от того, что приходит весь тейп. Некоторые начинают говорить, что мы по шариату вас это не сделаем, то не сделаем. Тысячи аргументов религиозных. Потом я сейчас еще раз хочу объяснить для жителей, которые, уж по крайней мере, готовы прислушаться и понять. Вот мы сейчас откроем еще раз карту. Повторяю еще раз, я никогда не был жрецом, никого не обманывал, и сам обманывать, и не позволить, чтобы меня обманывали. Я никогда не был в отношении себя или других несправедливым, старался все делать справедливо. И требую это от других. Если мы хотим и говорим, что давайте к нам справедливо, тогда мы тоже должны понимать, что мы тоже справедливы должны. По 90-му году граница в республике сложилась, как вот она сегодня есть, с учетом того, что мы подписали соглашение и сейчас принят закон. Она сложилась вот так. За изменением в районе Горогорска, как я говорил, вот этот участок, о котором мы говорим, вот этот в районе Горогорска, мы здесь уступили чеченской стороне 1890 гектаров земли, выступ вот этот со стороны Горогорска к нам по правой стороне, если оттуда, по левой стороне, если оттуда ехать. И чеченская сторона уступила нам сверху вниз к себе, в свою сторону, то же самое 1890 гектаров земли. То есть метр. Они внизу шли. И мы вот эту дорогу, которая раньше была, справа, если оттуда ехать, справа Чечня, а слева мы, пошли до Акиюрта, мы эту дорогу поделили пополам. Теперь она получается половина там, как чеченская до Акиюрта, половина уже наша. И нам уже удобнее и комфортнее, потому что есть граница вот здесь выровнена. То есть это в целью выровнять вот эту границу вот в этом месте. Это раз. Дальше, если идти, опять же повторяю, наши министры пошли здесь пешком по всей территории. Здесь 90-х годов до сих пор даже эти траншеи остались, как была граница поделена. До Чемульга дошли, до этого места. То есть все так же осталось. И дальше от Чемульги то же самое осталось. Здесь только единственное скажу, что лес Чемульга-Ашты, он относился к Бамутскому лесхозу. Еще раз повторяю, ни я, ни глава любого субъекта не имеет права распределять или заниматься лесами. Этим занимается, это не внутреннее, это федеральные леса. Этим занимается федеральное лесное хозяйство. И они еще в советское время это было передано Бамутскому, и так далее, целые коллизии. В итоге, так как оно относилось к Бамутскому лесхозу, территория наша, было компромиссное решение принято здесь, что
мы соглашаемся, и та и эта сторона, что этот лес переходит 7200 гектаров, ну, под юрисдикцию, это Сунжскому лесничеству. Все. Вы помните, что чеченская сторона в 2012 году принимала закон. То есть, отменив закон 2009 года, принимала закон в 2012 году с учетом 1934 года. То есть 7 наших населенных пунктов, это часть Сунжского района, часть Малгобекского района, входили, ну, как бы, под юрисдикцию, ну, не юрисдикцию, а закон принимали, часть территории чеченская. Так? Вы это помните. И мы, когда вот этот закон мы принимали, конечно, понятное дело, что после принятия этого закона и чеченская сторона приняла закон, и мы приняли закон. Те законы, которые мы принимали в 2009 году, тот закон, который принимала чеченская сторона тоже в 2012 году, они уже не имеют никакой силы, то есть они уже аннулированы. Так? То есть это тоже мы изучали. То есть вот здесь, до Чемульга, мы все это посмотрели, выровняли и разобрались с законом по 1934 году, 2012 года. Да? Многие задают вопрос, а они отменили этот закон? Да. То есть он уже не должен быть отменен, он уже аннулирован. Почему? Потому что принят уже новый закон в этом году, который там уже определил устоявшуюся границу между двумя субъектами по нашему соглашению. То есть здесь, я еще раз повторяю, уже этого закона, ну, нет его, его и быть не может, юристы лучше знают. Та же тема, когда мы вот говорим, по лесу уже сказали. Здесь получилась коллизия. Я повторяю для населения еще раз. Мне не совсем приятно фамилии назвать не хочу, когда те люди, которые здесь занимались в 2009 году, просто не признают этот факт. Этот факт надо признать. Чеченская сторона, да, приняла раньше закон. И почему-то вот эта территория, так называемая, Зафартанга, это 17 тысяч гектаров земли, лесного массива и башенных комплексов. Чеченская сторона упустила этот вопрос. То есть они ровно пробили границу, вот как бы ровно, да, и эта сторона осталась не на нашей территории. Потому что она не была нашей территорией. У нас проходила вот так граница всегда. 90-х годов. И если смотреть эту сторону, здесь подтверждают и старожилы, здесь подтверждают и фамилии арсхоевцев. Ну, уже говорилось об этом 1000 раз. Это не наша территория. Они оставили это. Хотя, когда мы закон принимали, и федеральный центр, и мы все соглашались, что все должно быть в 2009 году по местному общему закону, по устоявшейся. Никто не лезет ни в какую сторону. Но наша комиссия, когда это все принимала, они взяли, посмотрели чеченский закон, увидели, что вот эта территория осталась там, ну, как бы в подвешенном состоянии, и просто взяли эту территорию, включили в состав Республики Ингушетия. Теперь я всем хочу задать вопрос. А как бы любой из нас поступил в этой ситуации? Мало ли, что чеченская сторона не учла его, забыли, какие ошибки там были. Ну, по крайней мере, нужно было спросить. Тем более была установка по устоявшейся по 90-му году. Мы взяли, вот здесь, вот где-то, в частности, еще раз повторяю, мы взяли чужую территорию без их спроса, сказав, что они вот провели границу, они это оставили. Ну, тогда, если оставили, я тоже говорил, надо было тогда, по крайней мере, задать вопрос. Если они говорят, да, мы оставили специально для вас, тогда именно по этому месту письменное там соглашение тогда надо было написать, что они оставили и расписать. Тогда понятно было бы. Но без спроса, просто так взяли чужую территорию, включили в состав нашей республики по законам 2009 года. И почему пошла потом коллизия по 1934 году по закону в 2012 году? Потому что, ну и чеченская сторона тоже видит, а зачем вы взяли нашу территорию? Она исконно чеченская земля была и в царское время, и в наше время, за Фартангой. Вот здесь есть вот эта коллизия. И все, кто это не знает, все говорят, мы отдали территорию, нам ничего не дали. Мы ничего не отдавали, еще раз повторяю, это была не наша территория. И мы теперь, 2009 года, 17 тысяч вот этих гектаров земли, исправили свою ситуацию. Мы признали это, что наша ошибка. И мы своим сейчас новым законом, который сейчас парламент принял, установили границу по устоявшейся, как в 90-х годах. По устоявшейся, 90-х годах, вот она граница. И чеченская сторона, то же самое, принимая этот закон и это решение, когда мы его подписывали, исключила тот закон, который в 2012 году, по 1934 году, когда 7 населенных пунктов, часть Сунжского, Малгобекского,
Я слышу разговоры, что мы и здесь отдали, и здесь Сунжинский, Малгобекский район отдали. Я еще раз повторяю, уже устал говорить об этом. Никому никто ничего не отдал. Ни нам, ни там. Мы просто исправили, мы свои, они уже не столько, хотя мы уже ошибку совершили. Ну и мы, и они исправили вот ту ситуацию, ту коллизию, которая сложилась после вот того, нехорошего поступка, я прямо признаю это, который мы сделали, когда взяли нас под свою юрисдикцию, их территорию. Все. По границе вот так. Теперь, по законности. Да. Повторяю еще раз, я не юрист, вот у меня справки лежат. И об этом тоже наши правовики выступали, все выступали. Сегодня как получается? Как только выступает какой-то ингуш под фамилией Ингуша, к нему сразу же на второй день или в этот же вечер едут там, в первую очередь, его родственники. Ой, давайте, вот то, что написано по закону, все, скажи, что это неправда. Выступили и наши юристы, и сказали, что это все по закону, и никакого здесь референдума не надо. Опять же, многие как тоже их завели, типа не глава должен был, не комиссия должна была принимать решение, а народ должен был принять решение. Но это не попадает под референдум никак. Из тех справок, из того объяснения, которое у меня есть, не попадает, потому что между нашими субъектами не было границы. Мы не определили, не изменили границу. Мы сегодня определяем границу между своими субъектами. Вот когда мы эту границу сейчас установили законом, когда нам федеральный совет определит границу уже, у нас будет административная граница, вот после этого мы не имеем права изменять границу без референдума. Все говорят, почему нас не спросили. Ну, повторяю еще раз. У меня есть комиссия по границе, которая работает. У меня не прописано всех спрашивать, поэтому я об этом и не думал, что надо спрашивать. Да, я согласен с депутатами. Хотя и этого не прописано делать. Но я согласен, может быть, и надо было собрать. Но я и депутатам говорил, ребята, вы же знали, что мы этим занимаемся, да. Вы знали, что мы вам пришлем, да. Но можно было вот тем, кто ретиво сейчас среди людей стоят и что-то говорят, там, декларативные вещи. А почему вы не пригласили эту комиссию к себе и не послушали ее? Почему я вам должен обязательно это было говорить? Когда вот это все случилось, теперь все становятся умными. А почему вы не сказали, почему вы не посоветовались? Совет Тейпов говорит, да, тоже согласен. Но надо было нас собрать, хотя бы проинформировать, что происходит. Ну да, когда уже началось это все, тогда, конечно, я начал собирать всех и всем объяснять. Сегодня из такого исторического момента, который дает возможность нам мирно жить, мы создали огромную проблему. Я повторяю жителям, я понимаю, я уже говорил об этом, у нас хроническая болезнь не верить власти. У нас хроническая болезнь критиковать власть. Ну нельзя вы так делать. Я понимаю, у многих там желания, вот тех организаторов, не у всех. Потому что я вижу там искренних ребят, с которыми я и раньше знал. Не буду называть там, чтобы не подумали, что я там на кого-то обвиняю, а кого-то хочу подкупить. Нет. Я вижу искренних ребят, которые там искренне ходят, они так думают. Но когда им объясняешь, они понимают, что это не так. Посмотрите, я сейчас еще раз закончу. 26 лет. Мы же изучали это все. И с Рамзаном сидели, говорили об этом, и с другими сидели. 26 лет, что происходило на границе? Вот у меня справка есть, сколько там было перестрелок, сколько там было похищений, сколько там было разговоров, сколько людей говорило, наконец-то, да, охватный борт с границы определить дури. Ну, когда определили границу, хорошо, представьте себе, сегодня границы нет опять. А что дальше 26 лет? Мы сейчас в последние месяцы только, сколько у нас напряжения на этой границе. Я пошел на это, понимая, что это нужно не сегодняшним, который там, я не хочу про большинство, которые на митинге стоят, потому что многие даже не знают, в чем вопрос. Но вот тех организаторов, которые стоят, и тем, хочу сказать, которые знают, в чем вопрос, но все равно назло туда ходят и провоцируют людей. Я еще раз скажу, не ради вас, не ради сегодняшнего вашего это я делаю, а ради завтрашнего будущего наших потомков. Как это можно не понимать? Поэтому я повторяю еще раз, я как глава республики, конечно, с этого пути не сверну. Конечно, я твердо уверен, что я прав в этом вопросе. И, конечно, я буду настаивать на том, чтобы это все сохранилось. Я хочу обратиться, в том числе еще раз, к депутатам, особенно к их Тейпам, к их родственникам.
Если вы требуете депутата, а вы давите очень сильно на них, вы позволяете другим давить на них, я вас еще раз прошу, родственники, соберитесь, посмотрите, по крайней мере, то, что я сейчас говорю. Почему вы считаете, что депутат враг ингушского народа? Почему вы считаете, что я враг ингушского народа? Вы посмотрите на тех, кто приходит к вам. Почему вы не анализируете? Почему вы идете на поводу? Чтобы просто показать, что вы были в истории, вот в этом вопросе, что вы поддержали непонятно кого. А что дальше завтра? Теперь каждый депутат проголосовал за, под давлением должен сказать нет. А где границы? Мы помним, это было давление и по пенсионному закону, и по выборам главы республики. Это же не сегодня началось. Почему это не усвоите? Поэтому я просил бы и депутатов стойко выдержать это направление. Это наше испытание. Если на вас давление, то уж посмотрите на меня, сколько давления, на председателя правительства сколько давления. Ну и родственников просил бы просто хотя бы, если не помогаете, не мешать. Просто не мешать. Зачем вы так делаете? Зачем вы давите? Тогда зачем нужно было депутатам идти в парламент? А теперь я вам объясню еще одну вещь. Я раньше говорил уже, когда был сход Нестером, когда начали депутатов критиковать. Те же, кто вчера был сам депутат. Даже вот в априори, представьте, все депутаты сейчас ушли в отставку, и те, кто декларирует какие-то вещи, он стал депутатом. И что дальше? Они что, лучше будут или хуже будут? Они также будут вынуждены принимать законы, которые многим людям могут не понравиться. Сейчас некоторые депутаты говорят о фальсификации этих выборов. Вчера, по-моему, даже было заявление в Следственный комитет о том, что выборы были фальсифицированы, и чуть ли не депутаты дают показания. А вот по этому вопросу что вы можете сказать? Ну, я уже говорил, там, те депутаты, которые говорят, что это фальсифицировано, они сразу же первый же день, как только все закончилось, вышли, об этом заявили. Но по ним тоже сейчас надо работать в плане того, чтобы призвать к ответу за такие слова. Второе дело, их право, или право любого гражданина обратиться по команде, там, в суд там, или куда-то. Что они и сделали? Они обратились в прокуратуру, и сейчас Следственный комитет пускай и разбирается, как это все происходит. Все равно нужно разобраться и посмотреть. И уже после разбирательства нам будет известно. Я сам присутствовал на заседании. Я со всеми депутатами разговаривал. Были депутаты, которые не согласны. Их было там 3 человека, которые категорически были не согласны. Просто вот говорили. И не могли, не хотели даже объяснять принципиально, почему. Были депутаты, которые не понимали суть вот этого. Я им объяснял, и они говорят, да, это нужно для республики. И большинство также, в том числе, которые поддерживали, что это нужно. Но, конечно, и я тогда чувствовал, даже уже тогда, настроение людей, потому что до этого времени, когда я их начал приглашать, с ними тоже беседовал, там, ну, просто разговаривали, общались, там, или когда встречались, говорили, на них было очень сильно оказано давление. И в первую очередь, еще раз повторяю, не посторонними людьми, а именно родственниками, ближайшими родственниками. Ну, если, что говорить, если к одному из депутатов приходили там целую кучу священнослужителей, стариков там, ну, реально давление. И сейчас это оказывается. Поэтому, конечно, я понимаю, что некоторые депутаты сегодня, ну, вынуждены говорить, что они голосовали против или там не голосовали за. Еще один вопрос, Янузбек Мамадгалиевич. Вот вы чуть выше сказали о том, что вот в данной ситуации референдум не нужен. Также было заявление председателя Конституционного суда о том, что такие вопросы решаются только при референдуме. Да. Как бы вы отреагировали на это? Ну, я говорю еще раз, я не юрист по образованию, поэтому я не могу юридические термины там говорить. Я говорю с точки зрения, что мне написали наши правовики, которые уже не глупее там, или не умнее там, того же руководителя Конституционного суда. Они юристы, раз. Второе, ну это же опять же вопрос, да или нет, это же опять же обращение там, в определенные инстанции, которые должны дать эту оценку. То есть есть 2 стороны, которые говорят там, так или нет, да, вот, и они должны разобраться в определенных инстанциях и людям разъяснить. И если мы там каждому человеку будем объяснять или там говорить, это так, это не так, и ну, это же, опять же разные толкования людьми. Это одно. Второе, если запросы на положительное, отрицательное заключение по этому закону, ну, главный орган, который надзирает, в том числе за законностью, это прокуратура. Не Конституционный суд, прокуратура. И если прокуратура дала положительное заключение, я же не говорю там другие организмы, но этого достаточно для парламента в том числе.
Да, понятно, там 19 организаций, которые дали положить заключение, там Конституционный суд, который отрицательно только дал. Ну что, остальные знают, что один Конституционный суд прав. Но это тоже, опять же, право Конституционного суда. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы наверняка, вот эта вся ситуация для вас была предсказуема, наверняка вы ожидали, да, вот это вот волнение. А вы могли вообще оставить все как есть, не брать удар на себя? Ушло же 2 руководителя. Ну, во-первых, я не предполагал, что эта ситуация может быть вот так, эффект такой иметь, отрицательный для нас. Не предполагал. Повторяю еще раз, даже я предполагал, что большинством это будет поддержано. Я предполагал, что часть людей будет там, потому что я разговаривал там, я высоко ценю мнение того же Зурабова Мусы, который, имея свое твердое мнение, даже когда все были против закона по местному самоуправлению, он один из первых сказал, что он нужен, что это судьбоносный закон для республики. Поэтому я его мнение в этом, его личное мнение в этом вопросе я лично уважаю и ценю, и никак не хочу его критиковать, потому что он принципиально относится к этим вещам. Да? Но это его мнение, опять же. Но и другие мнения есть. И мы когда это все смотрим, почему я был тверд в своих, и сейчас почему я тверд в этих решениях. Мы все прекрасно понимаем, что ни мы, ни чеченская сторона, без войны, без крови. Страшные слова я говорю, но мы друг другу не полезем. Когда мне задавали вопрос, надо было там по Асиновке, по Серноводску, я им объяснял, поймите правильно, в Чечне живут чеченцы арстхоевцы, как мы говорим, у нас живут ингуши арстхоевцы. И чеченцы-арстхоевцы предъявляют свои права на Троицкую, на Нестеровскую, на Сунжу. Не чеченцы гудермейские, там, не чеченцы шатойские, а арстхоевцы. И они обосновывают это том, что их выселяли, их предков. И они называют имена, фамилии тех, кто основывал эти села. И наши ингушские арстхоевцы то же самое. То есть они это не отрицают, их предки там жили. Их потом разбросали по всему миру, в том числе и в Турции везде. И они на них претендуют тоже. И я объясняю нашим жителям, понимаете, если мы претендуем на Серноводск-Асиновскую, ну, во-первых, почему там в 90-х годах никто даже не поехал туда жить, все, даже те, кто жил, вернулись обратно к нам в Ингушетию, на нашу сторону. Во-вторых, почему вы считаете, что жители Асиновски, Серноводска, эти люди, да, если мы по лесу прошли, по полям прошли, живого не коснулись. Даже по полям мы прошли там только гуповские земли, не КФХ даже. То есть человека не коснулись, как по-живому не пошли. Почему вы считаете, что жители Серноводска, Асиновска захотят к нам? А если, хорошо, тогда меня Рамзан убедил, сказал, отдай нам Нестеровскую и Троицкую. Я могу отдать. Почему Рамзан должен там отдать мне Серноводскую, Асиновскую? А почему я тогда не могу Троицкую или Нестеровскую? А жители Троицкой и Нестеровской захотят туда? То есть мы же понимаем, что это люди. И здесь нет ответов. Поэтому я еще повторяю. Только самый оптимальный вариант вот этот. Других вариантов нет. Если я задавал вопрос, в том числе вот депутатам, которые против, скажите хотя бы вот один здравый смысл, аргумент, как? И один из них говорит так, уже в конце говорит, когда нет аргументов. Тогда оставьте как есть. И я ему говорю, 26 лет, сколько там людей, сколько там противостояний. Даже вот та черная полоса, которая сейчас идет между ингушами и чеченцами, из-за этих 26 лет. Сколько мы тянем друг другу нервы. Сколько наших детей там между собой ссорятся в вузах, СУЗах, по всей стране. Как мы себя там даже обзываем и в интернет, в соцсетях ведем. Только из-за того, что 2 человека не могли сесть и договориться. И, конечно, я это изучил. Здесь нет никакого корыстного или шкурного, даже не обсуждаю. Тот, кто говорит, что мы деньги взяли, да, это я уже слышал 100 раз. Что мы продали, все. Это не только про меня. Мы любим про своих руководителей говорить. Это говорили и про Аушева, и про Зязикова. Это на совести того, кто говорит. Ему перед Всевышним отвечать. То, что говорят, что нам сверху центр надавил на нас, это тоже на совести каждого. Никто не давил. Мы вдвоем сели. Да, федеральный центр в лице полномочного представителя Александра Анатольевича Мотовникова присутствовал при этом. Он обязан был присутствовать. Но мы сами
вдвоем решили. И нас никто не может упрекнуть, что нас кто-то заставил, третья сторона. В этом тоже успех и цена этого вопроса. И я понимал, и Рамзан понимает, мы и говорили об этом. Если у Рамзана сейчас меньше критики здесь, в республике, то она все равно будет потом, где-то критика у кого-то. Но с Европы есть, кто критикует. Если у меня здесь постоянно вот эта критика, я понимал, что мне через это, у меня же тоже есть, да и на них оказывает давление. Я всем сказал, это моя работа. Так же, как и Евлоев Зелимхан. Мы что, ради чего это делаем? Оставили бы как есть. Но повторяю еще раз, постоянно на этой границе разбираются наши сотрудники полиции. Главы муниципальных управлений, которые там живут. А вы спросили у жителей Арштов, Чемульга, каково им постоянно напряжение жить? Или жителей Бамута там, и других населенных пунктов? Нет. Мы здесь находимся, давай. Так же, как мы всегда на зрании, там, находясь или в Магасе, кричим там про какую-то ситуацию в пригородном районе. Совершенно не понимая, что там живут там большое количество людей, у них из-за того, что мы здесь кричим, появляются определенные свои уже проблемы там, на месте. Потому что нам здесь хорошо, мы покричали, легли спать, а они там живут. Поэтому я отвечаю еще раз. Мы это приняли решение твердо, здраво, без всякого умысла и с оглядкой назад, что было, и понимая, что там назад было, понимая, что впереди, если не хуже, лучше точно не будет, если мы эту границу не установим. Поэтому я еще раз обращаюсь и к нашим братьям-чеченцам, которые недовольны этим, там тоже есть, и тем более к нашим братьям-ингушам, братьям-сестрам. Прекратите торговать этим вопросом. Прошу это всех правильно понять. Дал борца Болбы, дал 10 кашкатюн.